Доброе утро, дорогая республика! Мы, как всегда, рады приветствовать всех наших дорогих и любимых утренних телезрителей, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Вы смотрите самую раннюю, самую добрую утреннюю программу «Утро Якутии». И да, возможно, многие наши телезрители сейчас удивлены, почему мы вещаем в прямом эфире не с нашей любимой, такой очень уютной утренней студии. А все просто, потому что сегодня у нас необычный эфир. Ведь именно сегодня мы прогуляемся по улицам и скверам нашей столицы. Встретим интересных утренних гостей, пообщаемся на замечательные темы. Ну и, конечно, как всегда, запустим наши постоянные рубрики. Поэтому оставайтесь в ближайший час вместе с вами. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Поэтому, я думаю, это такая дополнительная изюминка нашего эфира. Ну и, как всегда, призываем вас оставаться с нами и не переходить на другие телеканалы. Итак, просыпаемся, заряжаемся позитивной информацией, нашей энергией. И я думаю, это четверг пройдет на ура. Ну что, дорогие друзья, сейчас мы находимся на этой части площади, которая сегодня называется площадью Республики. Ровно 9 месяцев назад эта площадь была переименована. За это время площадь стала узнаваемой, приобрела неповторимый облик, присущий крупному региону. Сегодня мы действительно можем гордиться площадью Республики. Об истории создания площади мы поговорим чуть позже с очень интересным гостем. Ну а сейчас давайте прогуляемся уже по утренней Якутску. И нас уже ждет первый утренний гость. Я думаю, многие из вас узнали. Кто не знает, знакомьтесь, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Екатерина Савинова. Но многие ее знают как Саина. Саина, доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного, что для вас значит вот эта локация в городе? Площадь Ленина – это первая моя сцена, когда я поднималась на строительном кране и пела «Здравствуй, Якутск». И вся площадь была в восторге. Это было очень давно, почти 30 лет назад. 30 лет назад. Но на открытии этой площади вы вновь спели вашу любимую, наверное, одну из самых любимых песен. Да, кстати, когда открытие фонтана, это было очень красиво и, конечно, очень знаменательно для меня. Но сегодня мы поговорим с вами не о вашем творчестве, как бы удивительно это не было. Мы сегодня с вами проговорим про дыхательную гимнастику. Вот многие подумают, при чем здесь Саина и дыхательная гимнастика? Ну, я преподаю уже больше 20 лет вокал, и, конечно же, пение без дыхания, ну, никак, потому что дыхание – это основа основ. Мы все родились с дыханием, сделали вдох, и потом уже закричали, да? Поэтому вдох и звук, они всегда вместе. Я, конечно же, учу дышать уже много лет и, конечно, понимаю, что это самое главное в нашей жизни – здоровье. Да, действительно, вот именно про здоровье в нашем утреннем эфире мы сегодня поговорим. Ну, первый вопрос может быть примитивный. Как правильно, Саина, дышать-то нужно? Вот чтобы быть здоровым. Да, нужно дышать через нос и животом. Это все, конечно, буквально описано, а если разобраться, это никак непонятно. Лучше дышать через нос. Итак, поехали, вдох и выдыхаем. Вот это самая простая схема. Через рот лучше не дышать, когда занимаетесь. И еще нужно дышать в живот. То есть у нас есть упражнение лад живота. Ладить, потому что живот – это жизнь, да? И там есть все жизненно важные органы. Поэтому мы назад делаем. И То есть втягиваем себя? Да, втягиваем. И живот вперед при вдохе идет вперед и назад. И вот так постепенно начинаем учиться дышать через нос и животом. То есть такой термин, как дышать животом, он правильный, есть. Да. Это работает. То есть дышать жизнью. Да. Дышать жизнью. Хорошо. Правда ли, что при помощи дыхания можно справиться с неким стрессом и снять напряжение? Вот как это делается? Абсолютно верно. Самое первое – это, конечно же, снятие стресса, депрессии и тревоги. Очень много всего и даже разных заболеваний, таких как верхние дыхательные пути и так далее. Да? Поэтому дыхание можно вылечить каким образом? Допустим, имеется в виду, если у тебя стресс, нужно поднимать ручки медленно, вдох на 4 и раз, два, три, 4 и выдох, раз, два, три, 4, вдох через нос, раз, два, три, 4 и выдох, раз, два, три, 4. Начиная с 4 и увеличивать. Так вы успокоите свое тело, свой ум. А потом можно дышать уже по-другому. Например, восстановление, заживление, как почти похоже на собаку. Да? Можно это все совместить, потому что я люблю дышать и жить одновременно. Да? Поэтому мы идем, даже прогуливаемся и делаем шаг со вдохом через нос. И выдыхаем.
Потом следующий шаг. И идем. Вот, то есть так мы должны прогуливаться по городу нашему, да? Да. Хорошо. Если вдруг усложнить, допустим, да? Если усложнить, то можно двойной вдох. И особенно мне нравятся лестницы. Ага. Если там лифт не работает, еще лучше. Поехали. С улыбкой на лице, да? Вот таким. Таким образом Да. можно прочистить свой нос и вообще восстановить свое дыхание. Называется регенерация. Регенерация. И последний вопрос у нас, да. Многие девушки вот заботятся, конечно, о своем весе постоянно, да. Можно ли с помощью дыхания скинуть немного килограммов? Да, можно постройнить, если заниматься вообще каждый день. Любая привычка формируется в течение 90 дней. Каждый день занимайтесь своим телом, дышите, и будет вам стройность. И будьте в строю. Итак, дорогие телезрители, повторяем вот такие несложные упражнения, которые мы сегодня показали в прямом эфире. Мы благодарим вас за такую дыхательную практику. Спасибо большое. Саина, а вот сегодня 17 июля. Знаете ли вы, какой праздник сегодня отмечается? Сегодня день моего рождения. Вот так вот. Мы от души поздравляем вас с этим замечательным праздником. И, наверное, ваш день рождения начинается вот в 7 утра с нашей республикой. Самый счастливый день рождения. Самый счастливый день И самый ранний. А еще, кстати, хотели бы отметить, что сегодня, оказывается, официальный праздник есть такой, да? День дарения подарков. Отлично, это мой день. Да, этот день посвящен тому, чтобы, конечно, каждый из нас задумался о том, что подарки дарить надо без повода. Поэтому, дорогие телезрители, поздравляем сегодня Саину и Спасибо. покупаем подарки для себя и своих близких. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия! Расскажу об актуальных новостях к этому часу. Темпы промышленного роста Якутии опередили среднероссийские почти в 4 раза. Регион стабильно показывает высокие показатели. Промышленное производство в республике выросло на 4,8%, что выше среднероссийских показателей почти в 4 раза. Повышается добыча угля в регионе. Также растут показатели по добыче золота. Стабильные высокие показатели добычи нефти и газа. Несмотря на все санкции, республика уверенно сохраняет лидирующее место в мире по добыче алмазов. Глава Якутии поручил разработать и принять до конца года региональную программу развития БПЛА, которая объединит уже действующие наработки и задаст общий вектор для всей отрасли. Уже есть первые успехи в перевозке почты, грузов, мониторингу лесных и сельскохозяйственных угодий. Асен Николаев отметил, что необходимо внедрять не только летательные, но и наземные, а также водные беспилотники, чтобы новые технологии стали действительно полезными людям. Также глава региона поручил уделить особое внимание подготовке специалистов. Обучение более 1000 человек, в том числе сотрудники организаций и военнослужащие. Нам надо, во-первых, наладить очень серьезно межведомственное взаимодействие. Особое внимание прошу также уделить подготовке заявки на экспериментально-правовой режим в сфере инноваций по беспилотным авиационным системам. Нам, конечно же, важно понять, как будут проходить апробация и внедрение беспилотных технологий в условиях Крайнего Севера. Отгрузка первых судов в арктические районы начнется к 20 июля. В рамках навигации этого года на сегодня отгружено более 490 тысяч тонн груза и доставлено 385 тысяч тонн. Завершен завоз угля на реке Амгай-Вилю, и в ближайшее время начнется арктическая навигация, в рамках которой планируется завести 326 тысяч тонн груза, в том числе 128 тысяч тонн по реке Яна. Доставка грузов по реке Яна традиционно проходит в сложных гидрологических и метеорологических условиях. На сегодняшний день происходит отгрузка именно по Налёкма, это нефть для арктических районов. Мы с Вилюя вытащили газоконденсат на перевалочный пункт, это Сангары. Далее у нас идет отгрузка, подход судов уже происходит на Джибарике Хая и тоже будут выходить на Быков мыс. Но на сегодняшний день, как дает информацию Ленское бассейновое водное управление, там у нас на баре находится на сегодняшний день лед.
Но на этой неделе, как прогноз говорит о том, что у нас начнется работа по проработке баровых участков. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект о предоставлении льгот для подростков при трудоустройстве. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 16 июля. Закон об основных гарантиях прав ребенка в России предполагает льготы для работников моложе 18 лет при квотировании рабочих мест для трудоустройства. При этом само квотирование полагается только инвалидам и гражданам с психическими расстройствами, а для подростков оно не предусмотрено. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что данный законопроект поддерживает Комитет Совета Федерации по социальной политике. На календаре 17 июля. В этот день отмечают День этнографа в России, День основания морской авиации ВМФ России, Всемирный день эмоджи и Всемирный день международного уголовного правосудия. По народному календарю в этот день русские люди поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых. Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры. Озимы в наливах дошли, замечали люди. Этот день в истории. В 1429 году в Реймском соборе состоялась коронация короля Франции Карла VII. В 1918 в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 1942 началась Сталинградская битва. В 1955 в США открылся первый Диснейленд. В 1976 открылись 21-е летние Олимпийские игры в Монреале. В этот день родились. В 1796 году появился Камиль Кора, французский художник и гравер. В 1846 Николай Миклуха-Маклай, русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. В 1891 Борис Лавренев, советский прозаик и драматург. В 1912 Дмитрий Иванов, русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья. В 1945 году Алексей Рыбников, советский и российский композитор, народный артист России. Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна, Федор и Федот. Продолжаем нашу утреннюю прогулку по нашей любимой столице. А от площади Республики идет продолжение улицы Ярославского. И сейчас мы приближаемся к зданию Якутского городского суда. Здесь мы должны с утра, пока еще не начались судебные заседания, успеть встретиться с временно исполняющей обязанности председателем горсуда Айей Ивановой. Доброе утро! Доброе утро! Ну, мы вот сейчас встретились неспроста возле этой локации, да, потому что буквально вчера одному из крупнейших судов Якутии исполнилось ровно 105 лет. Дата юбилейная. И с чего все начиналось? Ну, следует отметить, что Якутский городской суд Республики Саха-Якутия является старожилом нашего города. 105 лет назад, это 16 июля 1920 года, постановлением коллегии губернского отдела юстиции были созданы 19 участков и учреждены 8 должностей запасных народных судей. И первым судебным участком был участок в городе Якутске. Таким образом, да, все началось 16 июля 1920 года, и именно эту дату можно считать датой создания нашего суда. Но время идет, и что из себя представляет современный суд? Насколько он изменился с тех пор? Да, ну с даты образования суда и в течение века, конечно, в России произошли существенные изменения законодательства, проведены судебные реформы. Все это влияло и повлияло на, значит, нашу деятельность, организационную форму суда. В настоящее время Якутский городской суд Республики Саха-Якутия функционирует как районный суд общей юрисдикции, является важной частью единой федеральной судебной системы
системы России. В нашем суде две коллегии, это уголовная и гражданская, в которой работают 35 судей. А коллектив суда у нас состоит из сотрудников аппарата и технических работников, это более 200 человек. Суд наш рассматривает уголовные дела, административные, гражданские, также дела об административных правонарушениях. Также наш суд рассматривает в качестве апелляционной инстанции дела мировых судей и судебных участков города Якутска. Ну а какова статистика по удовлетворению требований граждан? Да, кстати, вот ежегодно у нас повышается количество обращений граждан. Граждане обращаются в наш суд за защитой. Это, конечно, свидетельствует о доверии судебной системе. А если исходить из статистики, то за 2024 год, исходя из рассмотренных гражданских и административных дел, у нас количество удовлетворенных решений составило 81%, а за первое полугодие этого года уже 88%. Поэтому, да, у нас граждане обращаются, и они получают удовлетворение. Ну да, статистика говорит сама за себя, да? Хорошо, ну а какие технологии активно внедряются сейчас? Потому что мы уверены, что, скорее всего, горсуд-то идет в ногу со временем, да? И технологии не стоят на месте. Да, в наш суд работает система электронного правосудия, в которой содержится вся информация по рассмотренным судом делам, начиная с 2004 года. У нас ведется автоматическое распределение дел. Все судебные заседания у нас проводятся обязательно с аудиопротоколированием. Также у нас проводятся видеоконференц-связи. Создаются электронные судебные постановления, исполнительные листы. Посредством данной системы у нас регистрируются в электронном виде иски, обращения граждан. Также через модуль документооборота у нас поступают документы, которые поступили на сайт суда. Ну и граждане, которые могут в последующем ознакомиться с этими документами в личном кабинете на сайте суда, где они зарегистрированы. Также через этот сайт они могут подавать процессуальные документы. У нас идут судебные извещения посредством этой системы. Мы направляем электронные письма, СМС-сообщения, а также письма на электронную почту. Ну и пользуемся, конечно, единым порталом государственных услуг и муниципальных услуг и направляем заказные письма. А насколько активно граждане участвуют в судебных процессах в качестве присяжных? Да, у нас по статистике в 2024 году, это в прошлом году, было рассмотрено уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей, это 16. В этом году уже 5 дел рассмотрено, но хотелось бы, конечно, чтобы граждане активнее участвовали. У нас этот вопрос стоит остро, потому что из 1000 приглашений примерно откликается 20 граждан. Может быть, граждане думают, что они не подходят на эту роль, но следует отметить, что этот вопрос у нас решается на стадии предварительного анкетирования и отбора в соответствии с положениями федерального закона о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Данным законом предусмотрено, что присяжным заседателем может стать гражданин Российской Федерации, который включен в список кандидатов. Этот труд оплачивается в размере средней дневной заработной платы по основному месту работы. И если гражданин не работает, то ему оплачивается вознаграждение в виде 1/2 части должностного оклада судьи суда, в котором рассматривается дело. Ну и на период исполнения полномочий присяжного заседателя он освобождается от работы и учебы. То есть стать присяжным очень несложно, да? Ведь... Несложно, да. Главное обратиться в суд. Да. Ну и сегодня, конечно, в связи с тем, что у вас праздничный юбилейный год, я думаю, многие ваши коллеги хотели бы услышать в прямом эфире поздравления лично от вас. Да, за 105 лет суд прошел достойный путь, и мы с честью выполняем государственные полномочия. Хотела бы поблагодарить судей, работников суда, значит, с этой юбилейной датой, поблагодарить и пожелать им крепкого здоровья, благополучия. Также судьи в почетной отставке у нас отдали свою жизнь, так сказать, служению правосудия. Поэтому всем крепкого здоровья, благополучия, успехов. Спасибо большое. Мы от всей души поздравляем Якутский городской суд с этой знаменательной датой. Желаем вам, конечно же, успехов в вашей нелегкой работе и всего самого наилучшего вам и вашему коллективу. И вам также. До свидания. Всего доброго.
Ну а мы продолжаем нашу прогулку по городу Якутску. И сейчас передвигаемся по улице Ярославского. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. И если вдруг у вас есть какие-то вопросы или, возможно, предложения, а может быть, вы пропустили какие-то те или иные сюжеты, вы можете обязательно просмотреть все заново. Для этого вам нужно лишь подписаться на наш телеграм-канал. QR-код вы видите прямо сейчас. То есть вы присоединяйтесь к нашей большой команде, и каждый день вся полезная информация дублируется у нас в телеграм-канале. Поэтому присоединяйтесь, если вдруг вы еще не в нашей большой и дружной компании. Ну а сейчас мы переходим к погоде, потому что пока я нахожусь вот сейчас на улице, я понимаю, что жарко, но насколько жарко будет сегодня в течение дня, узнаем прямо сейчас. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 20 градусов. В Заречной группе 19-28 выше 0. В южных 20-27 со знаком плюс. В Вилюйской группе до плюс 23, в Нижнеленских 17-26. В западных до плюс 22. В Колыме-Дигирской группе улусов 10-26 градусов тепла, в Янских 17-28. На северо-западе ожидается до плюс 23. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 4 метра в секунду. Сегодня днем малооблачно. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 28 градусов. Ну а наша прогулка продолжается, и прямо сейчас мы должны вновь вернуться на площадь нашей республики, где нас ждет еще один интересный гость. И поговорим мы о реконструкции этой локации, потому что действительно сегодня это одна из самых популярных и самых красивых точек в нашем городе. И мы являемся яркими свидетелями того, да, потому что действительно вечерами прогуляться, здесь потрясающе красивая подсветка, очень много детишек радуются фонтану, ну и вообще в целом, кому принадлежит эта идея, какова задумка была, мы узнаем прямо сейчас. Итак, где-то нас должен ждать здесь утренний гость. Пройдемте, прогуляемся. Вот, несмотря на то, что сейчас очень раннее утро, мы все равно видим, насколько красива главная площадь нашей республики. Людей еще не совсем много, потому что утро раннее. Ну, пока давайте полюбуемся красивыми видами. Ну что, дорогие друзья, такой красивой площади хочется соответствовать. Прогуливаться тут не только по утрам, но и по вечерам, когда зажигается подсветка и играет музыка. Приятно видеть здесь красивые пары, нарядных девушек. Кстати, когда-то мэр города Евгений Григорьев пообещал сделать Якутск городом белых кроссовок. Получится ли это сделать, мы, конечно, узнаем со временем. Ну а сейчас мы перейдем к нашей постоянной рубрике «Мода и стиль» с Дарьей Габушевой, которая расскажет нам о последних трендах в моде. Как вы и просили, мы продолжаем тему мужского гардероба. Мы с вами уже разобрались с casual стилем, а теперь давайте посмотрим, какие варианты обуви можно выбрать на лето. И первый наш вариант – это базовые белые кеды. Белые кеды – это идеальный вариант для гардероба в летний период. Такие кеды можно сочетать как и с классическими вариантами костюма, также внедрить в casual-стилистику. И такие кеды хорошо подойдут для сочетания простых, легких, светлых образов. И следующий вариант – это темные кроссовки. Они могут быть на самом деле в разных цветах и оттенках. Здесь я подобрала классический черный цвет. И помним, что когда мы с вами подбираем вариант обуви, то ориентируемся по тем низам, цветам тех низов, которые выбираем в гардероб. Например, если вы предпочитаете более темные низы, то
выбирайте темные кроссовки. Если вы все-таки любите светлые брюки, джинсы и так далее, то лучше всего будет в вашем гардеробе смотреться светлая обувь. Также можно выбрать в свой гардероб акцентные кроссовки. Здесь также классическая форма кеды, которая идеально подходит под разные стили и прекрасно сочетается. Также достаточно актуальная модель. На сегодняшний день ее можно было назвать даже трендом. Такой цвет, как зеленый, например, в гардеробе, или бордовый, или, например, обувь синего цвета, идеально будет смотреться с почти всеми природными оттенками. То есть мы можем подобрать и хаки цвета, и бордовые, и красные, желтые. В общем, там огромный перечень оттенков, которые хорошо будут сочетаться с данными кроссовками. Яркие кроссовки я бы рекомендовала как вторая пара в вашем обувном гардеробе. В том случае у вас будет процент износа плавно распределиться, да, по вашему гардеробу, и вы сможете использовать их как акцентный вариант для простых базовых образов. Следующий вариант – это кроссовки более удобные и комфортные, да, для активного отдыха. Мы с вами жители красивой огромной республики, и, конечно, очень часто мы путешествуем по любимым краям, ходим в лес, да, также много гуляем. И вот такие именно кроссовки идеально подойдут. Мы обращаем с вами внимание обязательно на подошву, для того, чтобы она была цепкая, удобная, комфортная. Также обувь и внутри должна быть продумана для того, чтобы вы могли в ней активно путешествовать. Также такие кроссовки выглядят, конечно же, очень стильно и смогут скрасить любой мужской гардероб. Такие спокойные оттенки и цвета хорошо подойдут к разным вариантам в стилистике милитари, да, также хорошо будут смотреться в различных экипировках, которые так любят якутские мужчины. Обувь – это один из самых важных предметов гардероба, из которого строится весь образ. Очень часто бывает такое, что придумал классный образ у шкафа, пришел к выходу, а нужной пары обуви не нашлось. В этом случае очень важно иметь разнообразие в обувном гардеробе. Выбирайте более базовые варианты, выбирайте акцентные, выбирайте ситуативные варианты. То есть если у вас больше, скажем так, классических образов в гардеробе, выбирайте туфли классического варианта, да? Если у вас более спортивный образ жизни, выбирайте подобную обувь. Тогда все будет правильно. Также важно, чтобы обувь была качественно исполнена, потому что именно качество обуви очень сильно влияет на наше здоровье. А здоровье – это самое важное, что у нас есть. Всем хорошей недели! И мы вновь в прямом эфире программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Я по-прежнему нахожусь на главной площади нашей республики. И к нашей утренней прогулке присоединяется руководитель проекта реконструкции этой площади Иван Шишигин. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, мы сейчас только восхищаемся, да, этой потрясающей красотой. Но давайте вспомним, с чего все начиналось, да, и вообще какие идеи, какой смысл вкладывался в этот проект. Ну, начнем с того, что когда мы приступали к разработке данного проекта реконструкции так называемой площади Ленина, сейчас мы называем площадь Республики, да, мы исходили из того, что республика есть субъект Российской Федерации. Площадь Ленина – это центр, главная площадь нашего субъекта Республики Саха-Якутия. Поэтому мы тут с самого начала хотели заложить какие-то тут колористику, национальную колористику. И вот мы все знаем, что народ Саха испокон веков как бы жил, особенно в центральной Якутии, да, в аласной системе. То есть замкнутый круг, круглые аласы, озера, бугорки, тайга, лес, да. Поэтому мы приняли за основу решение круг. Это как бы символизирует алас. И вот этот центральный, вот этот как бы холм, это как бы олицетворение вот бугра, центрального вот это аласа. Ну, сейчас вот это как мы, зона рекреации для отдыха, как бы горожан и так далее. А насчет Серге, если... Да, вот давайте. Здесь переходим к отдельной теме, да. Это, конечно, Сергей. Многие стали критиковать их и говорили, что, ну, коновязи у нас испокон веков должны были быть из дерева, да. Но сейчас уже страсти подутихли. Но и вот расскажите, почему вдруг решили сделать именно в таком виде коновязи? Мы, группа авторов, конечно, на эту тему много спорили, да. Но все-таки остановились на тему, что у нас все-таки столица, это республика, это вечной мерзлоты. Да. Поэтому взята тема вот мерзлота, лед, поэтому мы как бы решили для себя вот такой. Наши Сергеи должны быть стеклянные, ледяные.
Олицетворение вечной мерзлоты. Вечная мерзлота. Так, одну тайну разгадали, это у нас Алас. Про Да. другую тайну поговорили, это у нас наша Сергей. Но и многих горожан нашей столицы беспокоит вопрос, почему на некоторых Сергей до сих пор нет элементов? Ну, как вы видите, да, концовка вот Сергея у нас как бы завершены из хрустальных вот этих сосудов, так сказать, черроны и вот лошади, 4 лошади, да. И вот в конце 2 вот Сергея, которые сейчас отсутствуют, мы предполагали установить там символ государственности. Это герб Российской Федерации и герб Республики Саха-Якутия. Ну, пока как бы это дело затягивается, но оно появится. Появится, то есть мы Должна появиться. ожидаем все-таки еще, да, новых Будем элементов? надеяться. Хорошо. Ну а вообще, конечно, вы уже затронули тему того, что современность — это такая достаточно интересная история, потому что всегда вокруг нее идут споры, да? Вот и насколько сложно архитекторам находить баланс между традициями и прогрессом? Ну, тут зависит от творческой личности. Ну, во всяком случае, все как бы появляется на основе поисков и так далее, и так далее. Поэтому вот, ну что сказать. Как получился, так и получился. Что мы можем сказать, Да. мы авторы. Ну а лично вам понравился результат? Ну, качество хорошее. Все-таки подрядчики постарались, результат хороший. Угу. Ну а это окончательный вариант площади Республики или будут еще какие-то изменения? Ну, за исключением вот этих гербов, у нас завершен. Завершен. Ну, а вот все-таки вы творческая личность, да? Вот какую локацию в городе вы бы еще хотели видоизменить? Ну, для этого, конечно, вопросов много, площадей у нас много, общественных пространств много, поэтому работа должна продолжаться, потому что я надеюсь, наши коллеги-архитекторы, градостроители над этим усиленно работают. Ну, а лично ваше мнение, вот что требует прям реконструкции давным-давно? Давным-давно? Да. Ну, я бы сказал, вот старый город, видите, вот деревянный старый город, да, он как бы сегодня завершен, но там ряд объектов нужно там довершить. Ряд объектов. Ну и в целом по городу идут работы. Будем надеяться, потихоньку наш город преобразится. Спасибо большое за то, что посетили сегодня этим ранним утром главную площадь нашей столицы. И спасибо большое за ваш вклад, который вы сделали в реконструкцию этой главной локации нашего города. Ну и мы надеемся на то, что город у нас будет преображаться и становиться все краше и краше с каждым годом. Будем надеяться. Спасибо. Ну а город Якутск становится удобным и для людей с ограничениями. Удобные широкие тротуары, плавные спуски, а не бордюры, как раньше, радуют всех. А люди с инвалидностью здесь также часто гуляют и чувствуют себя комфортно. И теперь мы предлагаем вам перенестись в Иркутск, где на днях состоялось долгожданное спортивное событие. На старте «Шелковой пути-2025» вышла команда, которая уже изменила представление о возможном мотоспорте. BN Racing – это первая в мире адаптивная мотокоманда, в состав которой выступают гонщики с протезами конечностей. Их участие – это не просто спортивное событие, а вдохновляющая история преодоления. Давайте же посмотрим о том, как можно жить с мечтой, а не с ограничениями. Альтернативная команда гонщиков с протезами рук и ног приняли участие в прологе международного ралли «Шелковый путь» в Иркутске. Спортсмены на время проходят трассу в парах и поодиночке. Каждый мотоцикл адаптирован под физические особенности пилотов. Гонщик Евгений Азол рассказал, что из-за протеза правой ноги не мог использовать задний тормоз, поэтому специалисты завода сделали управление ручным. Целью нашей команды было как раз привлечение внимания как обычных людей, так и необычных людей, людей, которым требуется какое-то подтверждение. И своим примером мы хотим показать, что все возможно, что можно заниматься чем хочешь. В свою очередь, мотоциклист Александр Макаров использует функциональный протез правой кисти, который разработан для безопасного рулевого управления. Пролог понравился, пыльно, скользко, но очень красивые места. Если гонка будет в дальнейшем очень такая живописная, приятно ехать по ней. Руководителем проекта выступил врач-травматолог-ортопед. По его словам, параспортсмены принимают участие в «Шелковом пути» впервые. Среди моих пациентов есть ребята очень активные, которые хотят заниматься спортом, хотят заниматься экстремальным спортом и хотят, чтобы им сделали соответствующие протезы. А получается, мы сделали не только протезы, но и организовали
команду. Международные ралли «Шелковый путь» проходит с 12 по 22 июля при участии 101 экипажа из 15 стран мира. Маршрут протяженностью 4811 километров начинается в Иркутске, пролегает через Байкальск, Улан-Удэ, территорию Монголии и завершится в Горно-Алтайске. Мы продолжаем рассказывать об актуальных новостях к этому часу. Госдума на пленарном заседании рассмотрела законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Предполагается прописать в бюджетном кодексе возможность использования цифрового рубля в бюджетных платежах с 1 октября этого года по некоторым видам расходов, перечень которых определит Кабмин. Для участников системы казначейских платежей закрепят возможность проводить расчеты с использованием цифрового рубля. Федеральное казначейство будет представлять в Центробанк распоряжение о переводе цифровых рублей. Кабмин проведет эксперимент по определенному кругу расходов с использованием цифрового рубля. На 1 миллион 700 человек сократилось количество бедных в России в прошлом году. Этот показатель по итогам 2024 года составил 7,2% населения страны. В 2023 году этот показатель составлял 8,3%. Отмечается, что несмотря на дефицит бюджета, в прошлом году удалось исполнить все социальные обязательства. В частности, проиндексировать социальные выплаты и пособия и выплатить материнский капитал 15 миллионам семей. В республике появились первые гиды на жестовом языке. Команда энтузиастов запустила уникальный проект «Тихая Якутия», делающий туризм доступным для слабослышащих и глухих людей. Гиды будут проводить увлекательные экскурсии по различным маршрутам, организовывать квесты, викторины и другие активности на русском жестовом языке. Кроме того, проект активно сотрудничает с местными сообществами и организациями, работающими с людьми с ограниченными возможностями, чтобы максимально учесть их потребности при разработке туристических программ. Главной задачей нашего проекта является обучение гидов. Сейчас у нас получается 6 человек с нарушением слуха поступили учиться на гида. Мы будем учиться онлайн и осенью уже получим диплом. В будущем я мечтаю свой авторский тур. У нас обучение начинается с 21 июля, и думаю, что будет очень интересно. В Якутске стартовал слет молодежи «Центр ВУЗ Истоки». Его участники – студенты из республики, которые проходят обучение за ее пределами. Все они на протяжении 3 дней будут участвовать в панельных дискуссиях, дизайн-сессиях, презентациях и других активностях. При этом самым ярким событием слета обещает стать выезд в Горный Улус, где ребята знакомят с особенностями современного сельского уклада жизни и креативными проектами района. Как отметили в молодежном правительстве Якутии, главная цель слета – это не только сплочение активных и перспективных студентов, но и их возвращение в регион уже в качестве квалифицированных специалистов. Например, в Якутске у нас сегодня будет площадка «Будущее Якутии». Здесь они будут думать о своей роли в будущем Якутии. Далее будет площадка «Якутия Про». Это молодые эксперты по всему миру, которые развивают нашу республику. А также будет представление победителей кадровых конкурсов. Они посоветуют участникам, как можно участвовать, как можно выигрывать. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах. Ну а мы уже находимся на улице Орджоникидзе. Эта улица особенно любима мной, потому что здесь находится наша, конечно, национальная вещательная компания «Саха». Отрадно заметить, что улицы в нашей столице озеленяются. Но, конечно, зелени не так много, как в других городах. Но мы думаем, что это дело исправимое. Тем более есть энтузиасты у нас, которые над этой проблемой работают каждый день. Так, активисты Сайсарского округа предлагают для озеленения города использовать их новую технологию. Какую, расскажет Надежда Кузнецова.
Огурцы, помидоры, вьюны и петуньи. Эксперименты по выращиванию растений без почвы в управе Сайсарского округа начали проводить еще в прошлом году. Оборудовали помещение прямо в офисе. Как итог, свежий овощ посреди зимы. Мы начинали с помидоров и огурцов, то есть, да, решили попробовать у себя в управе, в помещении управы выращивать данный вид овощей. И он показал очень хороший результат. Тут, да, прям все вырастили, прям пробовали сразу на местах. Очень вкусно даже получилось. Поняв, что метод рабочий, решили перейти на цветы. И неспроста. По словам руководителя проекта сети фермерства Петра Тастегина, внедрение вертикального озеленения с помощью гидропоники позволит значительно преобразить городское пространство. Запуск произошел где-то в середине февраля. Мы посадили петунии и вьюны в фокусовом экстракте изначально, да, потом после того, как они приобрели какую-то форму, силы какие-то появились, и мы их пересадили вот как раз вот на данную нашу конструкцию, гидропонную установку, чтобы они могли уже получать круглосуточную, как сказать, подкормку. Одним из главных преимуществ гидропоники является экономия ресурсов. Для выращивания растений этим способом требуется гораздо меньше воды, чем при традиционном земледелии. Метод достаточно прост, но требуется определенная конструкция. Гидропонная установка состоит из двух труб, на одну из которых крепится рассада. Через другую с помощью насоса подается питательный раствор. Наши труды все покорили все ожидания. Мы не ожидали, что так хорошо получится. Ну и как бы идем дальше. В следующем году планируем перейти на дикие розы, попробовать, как получится. Ну и будем освещать тоже, держать в курсе. Гидропоника позволяет выращивать растения круглый год, независимо от сезона и погодных условий. Такая технология может стать важным инструментом в борьбе с продовольственным кризисом, а также позволит создавать зеленые оазисы даже в самых бетонных джунглях. Надежда Кузнецова, Ренат Нахиев, Якутск. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. И тем временем мы подошли к следующей локации. Это сквер имени Героя Советского Союза Николая Кондакова. Здесь нас ждут следующие гости. Знакомьтесь. Это директор 709-й Московской школы Владимир Дружинин. Помашите. Отлично. И выпускник этой же школы Артемий Склярук. Артемий, помаши ручкой. Вы буквально недавно вернулись из путешествия по Якутии. И говорить как раз-таки мы будем о ваших увлечениях. Ну и, собственно, о знаменательной дате, в связи с которой все это путешествие затевалось. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, здесь ситуация... Здесь ситуация такова, что мы сейчас находимся в очень интересном месте в городе Якутске, где проходила Великая Северная экспедиция. И 300 лет назад по указу Петра I была поставлена очень интереснейшая задача изучить наши северные рубежи, восточные рубежи, потому что в те времена никто даже и представить не мог, какую площадь занимает наша территория, кто здесь живет и какими богатствами мы обладаем. И, наверное, основная наша задача – познакомить нашу молодежь со всей этой историей, потому что если молодежь не знает нашей истории, ну, грубо говоря, ей нечем будет гордиться. И тех людей, которые смогли преодолеть такой колоссальный путь и сделать такую колоссальную работу. Артемий, как ты попал на эту экспедицию и какие новые, какие там, возможно, интересные факты ты узнал об Якутии? Попал я в экспедицию благодаря отбору непосредственно, так как я являюсь уже выпускником школы номер 709, в которой я когда-то учился. Мне пришлось пройти дополнительный отбор. Касаемо того, что я увидел нового, в целом для меня регион новый, я здесь никогда не был, для меня это в новинку. Я увидел как Синские столбы, так и Ленские столбы. Мы сплавились по реке Синя, по реке Лена. Могу сказать, что река Лена вдохновляет своими масштабами, своей мощью. То есть, ну, правда, очень интересный регион. Вот отдельно хочется отметить людей, которые здесь живут, потому что практически каждого, кого мы встречали, очень хорошо знает свою родословную. Прям вот как-то так. Но неспроста мы сегодня назначили нашу встречу именно здесь, рядом с МВК «Саха», потому что у нас здесь находится мурал, где изображен наш коллега, оператор-документалист Вячеслав Бочковский. Он был страстным путешественником, яхтсменом, участником множества увлекательных экспедиций. И вот именно поэтому мы решили встретиться именно здесь, да. Но вернемся все-таки к нашей экспедиции, о которой мы говорим сегодня, да.
Что вас больше всего впечатляет в Великой Северной экспедиции Витуса Беринга? Ну, здесь, наверное, я бы все-таки передал бы слово молодым, потому что здесь вот их должно это впечатлять. Вот, ну... Помимо красот нашей природы, да, еще вот, что? Опять же, отмечу про людей, наверное, и про непосредственную связь и интернет, которая нас окружала, потому что вот наш маршрут длился порядка 7-8 дней, из которых 5 сетей не было от слова вообще, то есть нас окружала совершенно дикая природа, то есть окружали нас как следы всяких диких животных, то есть непосредственно людей так таковых там, мне кажется, не было как будто никогда. Но очень интересный регион, правда. И вот опять же люди. Прям люди, отдельно отмечаю их, так сказать, открытость, наверное, гостеприимство. Как-то вот так вот. Ну, а я бы, наверное, добавил, вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о Великой Северной экспедиции, это начало 18 века, нету никакого снаряжения, оборудования, вот связи. И в это время пришлось экспедиции преодолеть такой маршрут. Вы знаете, никто обычно не задумывается. Мы знаем Витус Беринг, Берингов пролив, Берингово море. Но как команда оказалась на Камчатке, мы проводили исследования. Мы задавали этот вопрос людям, ученикам, взрослым людям. И, вы знаете, удивились ответом, потому что все знают о открытиях, но никто не знает, что 4,5 года длился сам маршрут прохождения этой экспедиции, и необходимо было сплавляться по рекам, перевозить грузы на санях, строить специальные заводы для того, чтобы снабжать экспедиции. И, наверное, самое удивительное, как в начале 18 века наши люди смогли преодолеть такой маршрут, не имея дорог, не имея оборудования. И вот мы сегодня стараемся ребятам показать, и мы вот в этом проекте уже мы его реализуем порядка 5 лет, мы проходим разные маршруты, и у нас вот здесь вот написано, куда мы прошли. Мы видим, посмотрим, Москва, Тверь, Вологда, да. С Осы пешком мы дошли до Кунгура, где проходил санный путь, мы сплавились по Волге, поднялись вверх по Каме, были на реке Сылва, прошли Бабиновской дорогой, и вот сейчас мы в Якутске, и поэтому еще раз говорю, мы хотим детям показать, как трудно было тогда пройти по этому маршруту, и насколько великие люди, ну, в нашей стране живут, которые могут совершать такие путешествия. Ну, а какие еще точки из маршрута у вас впереди? Вы знаете, сама Великая Северная проходила по 45 регионам, которые сейчас в нашей стране. И в следующем году мы уже планируем попасть на Чукотку, потому что это тоже очень интереснейший, красивейший край. И вот все-таки хотим увидеть еще новые территории. Но вы знаете, Якутск нас покорил своей красотой, своим гостеприимством. И мы думаем, что и все равно мы еще вернемся, потому что есть еще Охотский тракт, по которому мы хотим тоже пройти. Потому что наш маршрут, он предполагает, что, проходя, ребята, маршрут, мы его описываем. И после нас уже идут другие команды, другие группы, которые уже знают этот маршрут, и мы показываем, какую красоту и что можно увидеть на этом маршруте. Давайте поговорим немножко о вашей школе, да, школа номер 709, да. В чем ее уникальность, да, и почему именно там решили продвинуть вот такой интересный проект? Вот такой? Ну, вы знаете, мы обычная московская школа. У нас 5000 школьников в моем здании, в моей школе. У нас 9 зданий. И на самом деле вот в московских школах реализуется несколько интереснейших проектов, связанных с развитием познавательного туризма. Вот один из городских проектов Департамента образования и науки города Москвы – это «По пути великих открытий», где школьники сами себе выбирают путешественника, великого деятеля, Дежнева, Хабарова. Вот мы выбрали Великую Северную экспедицию Беринга. И в течение года ребята готовятся к выходу на маршрут, изучают историю, разрабатывают план прохождения похода, готовятся к туристическому маршруту. То есть каждый из них имеет опыт туристических походов на ночевых полевых условиях, имеет необходимость снаряжения и оборудования. То есть через систему дополнительного образования после прохождения маршрута ребята описывают маршрут и готовят научно-практические работы по тем интересным темам, которые их заинтересовали. Ну вот, Артемий, наверное, вопрос тогда к вам будет, да? Если бы ты вдруг встретил Беринга, да, какой вопрос бы, возможно, ты задал бы ему? Как руководить такой большой экспедицией, сталкиваясь, наверное, с такими масштабами, с такой неизвестностью? Потому что вот если взглянуть на карту 18 века, именно России,
то большая часть географического центра России, как и Дальнего Востока, не описано слово вообще. И то есть многим участникам экспедиции пришлось сталкиваться с чем-то вот, ну, как сказать, нового, грубо говоря. То есть и не было ни специального оборудования, которое есть сейчас, ни спутников, не было ничего такого. То есть приходилось все вручную описывать, рисовать, ну и прочее, прочее, прочее. Ну, и я здесь бы добавил, потому что на самом деле Витус Беринг и Алексей Чириков выполняли огромнейшую работу организаторскую. То есть как можно было организовать, связать все необходимые материалы, оборудование, снаряжение. Ведь руководить экспедицией – это значит контролировать все процессы, которые существуют. Опять-таки, не секрет, что почта во времена Витуса Беринга из Якутска до Петербурга шла за 18 месяцев. Не было вот мобильной связи. Мы сегодня живем в таком мире, когда мы без мобильного телефона чувствуем себя вообще некомфортно, вообще не понимаем, что нам делать и как управлять. А в то время, когда не было связи, вот от слова вообще совсем, и как можно было согласовывать все маршруты, понимать, что происходит на этапах, вот это величайшее мастерство русских офицеров, которые могли согласовать всю эту работу. Ну, что вы будете делать по итогам поездки, да? Вот все-таки экспедиция уже прошла, значит, увидели, получили эмоции, но ведь это все не просто так, наверное, должно быть какое-то логическое завершение, да? Ну, вот Артему я добавлю. Здесь вот я расскажу то, что вот по окончании нашей экспедиции мы вот будем заниматься непосредственно изучением города, в котором мы находимся, это посещение краеведческих музеев, исторических музеев и прочих. Ну и написание непосредственно научных статей, допустим, как у нас было уже в прошлых экспедициях, походов. Вот, мы занимались вопросами, допустим, Барминского волока и вопросами Цинги во время экспедиции. То есть непосредственно как-то вот так вот. Владимир Петрович. А по Якутии что будут у нас? Какие научные статьи? Вечная мерзлота. Вот по Вечная мерзлота. Да, вечная мерзлота, конечно. потому что вот мы вчера были в музее вечной мерзлоты, и у нас ребята вдохновились этим вопросом, и будут его изучать непосредственно. Ну, например, это правда. Вот вчера возник вопрос. Мы знаем, что дома стоят на сваях. Мы знаем, что вечная мерзлота имеет свойство оттаивания. И основная задача, чтобы сваи не вытаивали. И ребята вчера задали очень интересный вопрос, который мне понравился. Мы готовы провести исследование. То есть задали вопрос, а почему, например, в весенний и осенний период не использовать кондиционирование? То есть кондиционер может работать, он же фреон, работать как на обогрев, так и на охлаждение. Вот летом на охлаждение выделяется большое количество тепла, а в осенний-весенний период, если кондиционер использовать на обогрев, то большое количество холода выделяется. И если ставить установки в подвальном помещении, то там будет достаточно низкая температура. Ну, то есть вот мы хотим провести расчеты, ну и, наверное, это будет такое интересное исследование, которое может быть, надо понять с экономической точки зрения, насколько оно вам может быть интересно. Отлично. Владимир Артемьевич, спасибо большое за вот такую утреннюю беседу. Мы желаем вам успехов. Обязательно желаем вам развить вот эту интересную идею по поводу кондиционирования. Ну и, конечно, Якутия всегда рада видеть вас. Приезжайте с новыми идеями, с новыми проектами. Я думаю, что в нашей республике есть что посмотреть, есть о чем рассказать, есть над чем поработать. Я, правда, признаюсь, у вас на самом деле очень красивые места. Я много путешествую с детьми по нашей стране, но таких уникальных, красивейших мест я не видел. И очень, правда, у вас очень гостеприимные люди. И вот Артем, правда, сказал, что люди знают свою родословную, начиная с начала 18 века. И мы были в музеях, где они рассказывают. И самое главное, они очень помнят все свои корни. И для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Возвращайтесь вновь. Таким было утро этого четверга. Такое активное, доброе, очень теплое утро. Мы пробежались практически по нескольким улицам нашей столицы. Напоминаю о том, что сегодняшний эфир был необычным, потому что в прямом эфире мы решили, вот так окунуть вас в атмосферу нашего прекрасного утреннего города. Мы прощаемся на этом. До новых встреч. Всего доброго. Увидимся завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч.